Салам алейкум, хурметли милләттәштәр, һаумага достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. В эфире очередной выпуск программы «Обсудим с Русланом», где мы вместе с вами обсуждаем самые горячие, самые интересные новости, которые произошли за прошлую неделю. Конечно же, самая обсуждаемая новость – это удары беспилотников, очередные удары беспилотников, которые в этот раз уже были нацелены на город Салават, а конкретно на предприятие, самое крупное, большое нефтехимическое предприятие России, «Газпром нефтехим Салават». Многие башкортостанцы знают его как «Салават нефтеоргсинтез». Вот буквально недавно, в прошлую субботу, был атакован уфимский НПЗ. И вот уже в четверг уже атакован Салават. О чем это говорит? Что удары по Республике Башкортостан учащаются, удары по стратегическим объектам Республики Башкортостан становятся все сильнее и сильнее. В прошлую субботу, когда по Уфимскому НПЗ был нанесен удар, что сказал Хабиров? Давайте зачитаем его слова. Провели заседание антитеррористического штаба по ситуации с атакой беспилотников на предприятии Башнефти. Кратко по ситуации. Мы поблагодарили ребят из Министерства обороны и охраны Башнефти, которые открывали огонь. Для понимания, для выполнения задачи сегодня они выпустили из автомата более 1000 патронов, еще 200 из крупнокалиберного пулемета. Второе. Оба беспилотника сбиты, упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили. Во втором перебита подача технической воды. Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме. Это вот слова Хабирова. После этого в четверг был удар по Салават нефтеоргсинтезу, по Газпром нефтехим Салавату. И тоже там все СМИ говорили о том, что никакого ущерба нету, все работает в штатном режиме, предприятие продолжает выпускать свою продукцию. А давайте теперь зачитаем то, что пишут независимые источники, эксперты по ситуации с ударами на Уфимский НПЗ и на Газпром нефтехим Салават. Итак, если бы не интернет, то жители республики так и не узнали бы настоящей правды, что на самом деле во время субботней атаки на уфимские нефтеперерабатывающие заводы, оказывается, был поражен не один, а сразу два НПЗ, которые примыкают друг к другу, пишет Астра. На Новоуфимский НПЗ, он же Башнефть Новойл, там была поражена установка АВТ-1. Повреждены газопровод и факельный коллектор. Начался пожар. Еще один беспилотник ударил по Уфимскому НПЗ, он же Башнефть УНПЗ. Там была поражена установка АВТ-6. Повреждены два трубопровода с водой и азотом. Атака в четверг на Газпром нефтехим Салават в итоге обернулась поражением и уничтожением установки АВТ-4, который предназначен для первичной обработки нефти. А что нам в итоге врал Хабиров? Что все беспилотники сбиты, что ущерб минимальный. И все уже работает в штатном режиме. На самом деле, и когда они говорят о том, что беспилотники сбиты, но они упали и почему-то что-то там загорелось, на самом деле это неправда. Все беспилотники попали точно в цель. И как и везде по всей России, где есть удары по тем или иным предприятиям, по тем или иным нефтеперерабатывающим заводам, везде почему-то беспилотники сбиваются, но они достигают своей цели. Вот странно, да? И везде они говорят, что это только попали якобы осколки. На самом деле мы видели, и видео есть о том, что беспилотники прям четко ударили туда, куда хотели. И когда здесь Хабиров говорит о том, что они выпустили по чуть ли не 2000 патронов, это говорит о том, что предприятия никак не защищены. Абсолютно не защищены. Никакого ПВО нету, если стреляют из стрелкового оружия. Стреляют из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета, которые не попадают по беспилотникам. Беспилотники достигают своей цели, и мы вот видим, что поражены были установки. И такие предприятия будут, конечно же, поражаться дальше в Республике Башкортостан. Будут атаки продолжены. Почему? Потому что украинцы видят прекрасно, что защиты нету, что
их беспилотники достигают цели, соответственно, атаки будут и на Салават, и на Уфу, и на УМПО, и на другие стратегические предприятия. Поэтому, когда нам говорят, Хабиров врет, он врет только для Путина, стараясь показать, что все нормально. Что еще хочется отметить, что в очередной раз, что в прошлую субботу, что в этот четверг не было никаких оповещений для простых жителей. Никакие сирены не работали. Обычно, когда когда беспилотники проникают в безвоздушное пространство той или иной страны, чужие беспилотники, вражеские беспилотники, то сразу же начинает работать сирена. Все жители оповещаются о том, что в воздушное пространство страны залетел вражеский объект, который может принести смерть. И, соответственно, у людей есть время, чтобы спрятаться там в бомбоубежище или еще куда-то. Почему в республике Башкортостан не работают эти сирены? Или они работают уже тогда, когда беспилотник уже вот он кружится над предприятием? Куда должны бежать жители? А если они действительно, когда собьют, и этот беспилотник сбитый улетит в дом, как это произошло в республике Татарстан? Там погиб уже человек, там были жертвы. Почему вы считаете, что в республике Башкортостан такого не может быть? Может и, скорее всего, будет, если вот такое отношение будет продолжаться. Это говорит о том, что Москва все системы ПВО, которые есть, собрала вокруг себя. Путин боится ударов по Москве, Путин боится ударов по себе любимому. Он все ПВО, какие есть в стране, собрал вокруг своей столицы, а все остальные предприятия не защищены. И мы видим это по ударам. Я не защищаю Путина, я не защищаю власть. Я защищаю жителей Республики Башкортостан, потому что они страдают. Они могут стать жертвами вот этой вот безумной войны, которую начал Путин. Мало того, что более 7 тысяч жителей Республики Башкортостан официально погибшие, хотя на самом деле их явно больше. Сколько человек сидит в плену, плюс сейчас еще местные жители будут страдать от этой войны, потому что война уже пришла в их дом. Никто в 2022 году не думал, что такая война может прийти в дом. Все думали, что сейчас все быстро закончится, вот эти вот ура-патриоты, сейчас мы там, как Крым, возьмем всю Украину, дойдем за 3 дня до Киева, и все, победа будет за нами. На самом деле, война идет 4-й год, и уже поражаются предприятия по всей стране. Помимо этого, надо отметить, что Россия бьет по Украине ракетами, беспилотниками. Там не только поражаются предприятия, но и жилые дома. Пока Украина не бьет по домам, к счастью. Но это же не говорит о том, что не может какой-то беспилотник ударить по жилому дому. Легко может, легко может. А что останавливает Украину? Она воюет с врагом, воюет насмерть. Россия убивает ее жителей. Украина может защищаться. Соответственно, под эти удары могут попасть все. И здесь, пока Россия будет воевать, пока война будет продолжаться, никто не защищен. Особенно рабочие предприятий. Поэтому, заканчивая эту новость, я хочу сказать, что такие удары, скорее всего, будут продолжены, потому что Украина видит, что предприятия никак не защищены, и ее удары достигают цели. А Хабирову плевать на все это. Он на войне зарабатывает бабки, на смертях наших башкортостанцев, на том, что отправляет огромное количество, можно сказать, практически на убой в эту войну, чтобы только выслужиться перед Путиным, перед своим хозяином и сидеть, продолжать во власти в Республике Башкортостан и зарабатывать. Следующая новость, которую я хотел с вами обсудить, это то, что в четверг, также когда были удары беспилотниками по городу Салавату, был арестован бывший глава Абзелиловского района Ильдар Нафиков.
Я напомню, что Ильдар Нафиков возглавлял Абзелиловский район с 2018 года. В 2020 году, когда произошли события на Куштау, мы помним, что в этом же году, практически в одно и то же время, ну там с разницей в 2 месяца, чуть позже, начались протесты в Абзелиловском районе по поводу того, что когда русская медная компания попыталась разработать хребет Кырктау. Тогда прошел большой сход, собралось что-то около 5-6 тысяч жителей, которые высказали свое твердое «нет». И Ильдар Нафиков, глава Абзелиловского района на тот момент, точно так же высказал свою позицию, что он против разработки хребта Кырктау. Тогда русская медная компания не стала обострять ситуацию на фоне победы жителей Республики Башкортостан на Куштау. Они не стали обострять на Кырктау и ушли. Ушли, технику вывели. Прошло 5 лет, ситуация в стране очень сильно изменилась. Всех практически защитников пересажали. Защитников, экологических защитников, общественных защитников, мы знаем. Кто-то уехал, кого-то посадили, кого-то запугали. И сейчас идет разработка хребта, уже началась разработка хребта Кырктау. Чтобы Ильдар Нафиков своим авторитетом не поддержал вновь защитников Кырктау, на него надавили, и весной 2025 года, в апреле месяце, он подал в отставку по собственному желанию. Тогда я помню, что долго не могли найти главу, многие отказывались, поставили временно исполняющим обязанности такого, как Руслан Халилов. Он недолго пробыл, тоже ушел, не стал возглавлять этот район. Но в итоге все равно нашли человека беспринципного, человека злого, человека жадного, такого как Айрат Аминев. Айрат Аминев, вот он возглавил район и уже практически с первых дней показал себя как человек, который не готов считаться с мнением местного населения. При первых же встречах с населением он начал на них кричать, чувствуя за собой поддержку Радия Хабирова. И, видать, в наказание за то, что в свое время Ильдар Нафиков не поддержал Радия Хабирова вот в этой разработке Кырктау, сегодня пришла расплата по нему, и его задержали, но надо сказать, что его сразу же практически отпустили после допроса. Сейчас он проходит как свидетель по какому-то делу о якобы там махинациях с земельными участками в курортной зоне Абзелиловского района. Это так бы, возможно, и осталось бы догадками с нашей стороны, но мои слова, которые я сейчас говорю о том, что Хабиров специально завел уголовное дело и давит на Ильдара Нафикова, подтвердили пропагандистские каналы, прохабировские пропагандистские каналы, такой как Техас Хабирова. Что пишет канал Техас Хабирова? Информированные источники отмечают, что силовики задержали экс-главу Абзелиловского района Ильдара Нафикова. Утром после допроса его отпустили. Добавим, что ранее Нафикова буквально выгнали с должности. Говорят, в Белом доме были недовольны не только его неэтическим поведением. В кулуарах говорят о политических причинах отставки. Он выбыл из команды Радия Хабирова полгода назад за то, что потворствовал контрэлитам, бенефициарам потенциального протеста в Абзелиловском районе. По сути, предал управленческую команду республики и работал на раскачивание протеста, тихо саботировав управленческие решения из Уфы. Теперь к нему есть претензии у правоохранителей за якобы махинации земельными участками в курортной зоне. Многочисленные нарушения в ходе своей проверки вскрыла также контрольно-счетная палата республики. Ни для кого не секрет, что контрольно-счетная палата республики подчиняется непосредственно Радию Хабирову. И если надо надавить и запугать, и возбудить уголовное дело на какого-либо бывшего главу, на какого-то неугодного бывшего чиновника, вообще на любого человека, Хабиров это умеет делать. Мы прекрасно помним, как он лично писал заявление на Фаиля Алсынова. О чем говорит вот этот пост с Техаса Хабирова? Во-первых, он говорит о том, что кто пошел против Радия Хабирова, они будут наказаны. Вот он это пытается донести. И якобы, мол, не идите против Радия Хабирова, иначе
вы потом пожалеете. На вас будут заведены уголовные дела, вас будут таскать по всяким прокуратурам, следственным комитетам и так далее. Но на самом деле это же не так. Харади Хабиров никого не защищает из своих. И мало того, его друзья из личного окружения, его верные друзья, которые вместе с ним начинали, сейчас многие сидят, и Ради Хабиров ничего не может с этим поделать. Мы знаем, что как посадили его близкого друга Алана Марзаева, мы знаем, как посадили его друга Раифа Абдрахимова, да, гендиректора Башспирта. Мы знаем, как Артура Идельбаева посадили, тоже друга, которого много раз его называл своим другом. Сидят, и Хабиров ничего не может делать. Поэтому здесь разницы нету. Хабиров, идти против Хабирова, не идти против Хабирова. Посадить могут в любом месте, в любое время любого человека, приближенного к Хабирову. Здесь лучше всего придерживаться принципа вообще не идти к Радию Хабирову, работать на его команду, потому что это очень-очень опасно. Обычно сажают вот этих вот друзей Хабирова за что? За то, что они подписывают определенные какие-то бумажки, которые Хабиров просит их подписать. По этим потом махинациям, которые проворачиваются, деньги получает Хабиров, либо Назаров, Андрей Назаров, уже отвечают за все эти дела те, кто поставил подписи, такие как Абдрахимов, такие как Алан Марзаев и другие. Поэтому вообще не стоит идти и не стоит верить Хабирову. Что же касается конкретно дела Ильдара Нафикова, то здесь явно месть за то, что он выступил в поддержку народа, выступил против разработки хребта Карктау, и Хабиров, конечно же, мстит. Мстит, потому что он вообще очень мелочный, такой мстительный, жестокий человек. Человек, который ненавидит башкир, ненавидит Башкортостан. И здесь он только для того, чтобы делать деньги на республике. Как только его снимут с поста, если он досидит сам до окончания своего срока, и его если не посадят, то он тут же уедет из республики Башкортостан. Я вас уверяю, вот попомните мои слова, что он не останется в республике Башкортостан жить, как это сделал, ну, допустим, тот же самый Муртаза Рахимов. Муртаза Рахимов, как мы знаем, до конца своей жизни жил в республике Башкортостан и умер на своей родной земле. Хабиров так не будет делать. Он уедет, потому что он знает, что его ненавидят местные жители, в том числе и башкиры. И сам он ненавидит башкир и республику Башкортостан. Ну и третья новость, которую я хотел с вами обсудить, это то, что сейчас очень активно обсуждается борьба, которая началась уже со стороны властных структур против русской общины. Борьба эта пока не такая наглядная, но она имеет место быть. Напомню, что 7 октября в Москве прошел огромный, многочисленный, многотысячный крестный ход во главе с патриархом Кириллом. По словам самого патриарха Кирилла, в крестном ходе в этом прошло 400 тысяч человек. Участвовало 400 тысяч человек. Гигантская цифра. По подсчетам властей, вот конкретно Росгвардии, они говорят, что пришло 40 тысяч человек. Но где-то правда, где-то посередине, примерно говорят независимые источники, что было около 100 тысяч человек. Это все равно гигантская цифра. Это гигантская цифра, 100 тысяч человек. И на самом деле данный крестный ход был даже не крестным ходом, а самым настоящим русским маршем. Потому что огромное количество флагов, огромное количество адептов так называемой русской общины и других неонацистских организаций, таких как 40 Сороков, Белый человек, Двуглавый орел, там их было бесчисленное множество. С флагами, со всеми. И вот эти флаги, вот этих неонацистских организаций, они просто затмили просто все остальные там церковные какие-то там хорургви, какие-то там иконы, знамена церковные. Все это было просто погашено тем бесчисленными флагами неонацистских организаций. И крики там «Россия для русских», все это, также все это было. Но это был самый настоящий русский марш. Напомню, что русский марш, который проводились в нулевых годах и в начале десятых годов, они максимум собирали 15 тысяч, 20 тысяч это максимум было у них. По-моему, 15 тысяч это самый пик был в 2012 или 2013 году. А здесь 100 тысяч.
100 тысяч – это гигантская цифра. И оно действительно, этот крестный ход, который прошел, он напугал власть. Они поняли, что они переборщили с поддержкой вот этих вот русских шовинистов из русской общины. Они поняли, что выпущен из бутылки джин, которого просто уже невозможно загнать, что эта русская община сама имеет претензии к властям по поводу миграционной политики. Она подчиняется во многом такому человеку, как Бастрыкину. Не то, что подчиняется, она его, наверное, может быть, уважает, а он ее защищает, пользуется ее поддержкой. И она во многом также пользуется поддержкой РПЦ, конкретно вот, патриарха Кирилла. То есть у властей нету влияния, рычагов влияния как таковых на вот эту массу неонацистов, которые просто расплодились по всей России. И это понятно, что в любой момент, когда что-то пойдет не так, власть даст слабину, если, то эта масса может снести саму власть. Легко. Потому что уже русская община уже делает такие вещи, которые, конкретно провоцируют межнациональную рознь не только против мигрантов, но и вообще против коренных народов Российской Федерации. Сознательно это делают. Напомню, что вот буквально недавно в сеть интернет попали видео, где представители вот этой организации, вот этих неонацистских организаций со словами «Россия для русских», молитесь в своих кишлаках чурбаны, поджигались мечети в Челябинской области, забрасывались мечети свиными головами, то есть с такими оскорблениями мусульман. Именно в мусульманских республиках, где проживает коренное население, такие как башкиры в Челябинской области, такие как черкесы в республике Адыгея. Все это делали вот эти вот адепты. И если, как некоторые говорят, что это, скорее всего, там в комментариях пишут, что это, скорее всего, были какие-то там украинцы, которые там специально хотят разжечь межнациональную рознь, но никто же не был пойман. Никто не был пойман, никого не представили общественности вот показать, что действительно были пойманы какие-то украинцы, которые там поджигали. На самом деле, это, скорее всего, поджигали действительно члены вот этих вот неонацистских организаций, и их просто, скажем так, покрывает власть. Покрывает, потому что, яркий пример, месяц назад в республике Башкортостан среди бела дня была подожжена мечеть в городе Благовещенск. Среди бела дня человек подъехал, точнее, на скейтборде, закинул бутылку с зажигательной смесью в мечеть и уехал. Камеры вокруг, люди вокруг, никто его не поймал, и где он, что с ним, непонятно. А может быть и поймали, но просто не показывают, потому что, надо покрывать же как-то своих людей. И вот эти вот моменты, вот эти ситуации, которые происходят, они, конечно же, раздражают и мусульманское население Российской Федерации, и нерусских вообще всех раздражают. И это рано или поздно приведет к большому хаосу, большому взрыву. Поэтому власть уже сейчас начала потихоньку давить на испугавшись вот эту вот силу. И буквально недавно всем известный российский пропагандист Владимир Соловьев в своем эфире сказал о том, что он обратился по поводу вот этого русского марша, который прошел, вот этого вот крестного хода так называемого. Он сказал, что да, молодцы, обращаясь к русской общине, вышли, показали себя как сторонники русского мира, сторонники России. А теперь, мол, раз вас так много, вы такие сильные, пожалуйста, идите на войну в Украину, воюйте туда. Нечего вам здесь ходить по улицам России, российских городов. Вот, это сказал Соловьев. И продолжение этого всего, конечно, будет, потому что уже сейчас мы знаем, что и Апти Алаудинов со своими, скажем так, соратниками, они создали еще какую-то организацию, какая-то она называется, по-моему, межнациональная община, которая противопоставляется русской общине. В общем, становится все интереснее и интереснее, но что делать нам во всей ситуации, нам, нерусским народам, коренным народам, мусульманам? Во всех этих вот разборках русская община с властью, русская община с, скажем так, силовыми структурами, страдаем мы.
Страдаем мы и будем страдать. Поэтому нам всем нужно, башкирам, татарам, чеченцам, удмуртам, марийцам и другим вообще всем нерусским народам, конечно же, защищать, суметь за себя постоять, защитить себя. Нужно вооружаться, приобретать максимально легальное оружие. Если есть возможность нелегально, брать нелегальное оружие, если не попадетесь. Потому что когда начнется хаос, когда начнется вот эта вот революционная ситуация в стране, которая вот, к этому все и идет. Никто не будет спрашивать у вас легально оружие или нелегально. Главное, чтобы оно стреляло и могло защитить вас и вашу семью. А ситуация с русской общиной, она будет накаляться и дальше. Потому что эти ребята почувствовали силу, почувствовали, что их много, почувствовали, что власть бессильна против них, ничего не может сделать. Поэтому они будут и дальше наглеть, и дело рано или поздно дойдет до больших конфликтов, кровавых конфликтов, либо с мигрантами, с представителями Центральной Азии и Кавказа, либо с коренными народами Российской Федерации. Так что поживем, увидим, а нам пока, как я сказал, надо готовиться. На этом все. До свидания, до следующих встреч.